Ребята, доброе утро. Время пол-9. О, Серега, выспались вообще по красоте. Что, Серега, как настрой? Пора воевать с рыбой. Надо вставать, ребятки. Потихоньку, помаленьку. Делов сегодня очень много. Кофе сейчас сварим, кофе попьем. Позавтракаем, проверимся. Съездим, проверим сеточки. Что там у нас. В общем, надо вставать, ребята. Это, ребята, красота. Когда просыпаешься, вот такие пейзажи. Да, Серега? Кто такие пейзажи видит? Небольшой дождь, ребят, ночью был. Ну, в целом, так покропалил, не особо. В общем, нормально. На лагере все спокойно. Будем завтра. Костерок разведем. Смотри, горелочку газовала. Угу. Ну, у меня вот первая точно такая же была. Вот потом здесь, короче, паялась. Вот здесь. Я костер разжигал, засунул ее и что-то делами занимаюсь. Смотрю, полыхает, блядь. И тут обгорела. И кнопка, короче, перестала работать. Чисто это, зажигалкой. Алина Сергеевна вот на день рождения задарила новую. Вот так вот. Так, ребята, ну чё, завтрак традиционно. На яйцах есть макароны у нас. Вчерашние Серега делал. Мы, наверное, ребята, их поджарим. Немножко столик замочила. Ну ладно, что потом поделать. Да, а бумагу ты верно убрал. Ну я же сказал сразу. Бумагу не убрал. Пришел бы ей большой. Соль с чесночком. Отлично. Все, ребятки, завтрак готов. Вот теперь, ребята, с добрым утром, как положено, по кофе. Да. О, Все,
свежего дня глоток. Отлично. Ну что, ребята, позавтракали. Пойду пройдусь по доночкам. Что произошло с периода с двух часов до 7 утра. 5 часов получится. Что-то вот эту, ребят, снесло. Сразу с нее начну, наверное. Небольшая грязь. Вроде никого нету. Ох ты, цепляется еще за что-то. Ну, донку снесло. Ну, крючки, ребят, все просто пустые. На день буду так, не знаю, проверять раз, два, 3 часа. Немножко надо, конечно, на это дело. А так в целом борщить не буду. С 6 вечера начну опять зарядку. А днем нет смысла. Вот. Плотва. Возьмем, да? На нарезку, если что. Живец-то крупный. На нарезку пойдет. Да, она, в принципе, и сама такая неплохая. Пожарить. Елец. Семёныч. Все, берешь? Я же говорю, возьму на живца. Веди. Вот, ребята, подписчики встретились. Смотрите, родные. Флагман 380 игла, гладиатор 9,9. 3 Феррари, бля. Огонь. Нет. Да, сейчас тут... Да. А чё бы нет-то? Блядь, видали страшнее, говорит. Понятно. Так, покататься, значит, да, ночевать не будете? Слушай, мы в деревне, блин. Ебать. Ну, Это что-то как дом в под анекдоте, боком, как так ты- что... Как ты, говорит, на медведя охотишься? Ну да, там недалеко. Увидел, говорит, медведя. Давай, говорит, вот так вот с Андрюхой станем, вот так вот. Давай, Вот так вот. Давай, Серега. Давай. Серега тут с Кирова приехал в гости. Сережа, давай. Будем, ребята. Здоровья. Всё. Утро начинается, блин, из кофе, да? Да? Сколько время-то, что даже не знаю. До часов 9, наверное, не знаю. Выехали, в 6 утра меня разбудил. Есть. Ростовочка. О, еще инжектор. Там переключается вот здесь. Да, есть автоматик, да? Гонь, держи. Жалко, что на слово. Парней немножко, ребята, ружьишко потрогал. Бутылочку подвесил. Метров 20-25. Ну, нормально, что. Тетерю, говорит, пришлось бы каюк. Ребята местные, ребят, тут рядом деревня есть, оттуда родом, узнали. Короче, этого лебедя стало, что он, грубо говоря, не... Андрюх, поставь нас видос, если будет. Давай, брат. Окунь. Акушарик. Окунек. Не знаю, может продольник на нарезку будет ставить, придется. Ну, днем понятно, ребята, окуни.
Всяко разное. Все, ребята, смотрите, листопад какой. Полные лодки, Серега. Полные лодки. Нахерачит нам листвы сейчас. Да. Все, вот, тронулся лист. Сейчас вся яма будет. Так, это доночка кормилица. Не знаю, вчера сколько мы на него поймали. Штук 5. 3 точно. 3 точно, блин. Вчера, да, поработали они прям великолепно. Обе рядышком. Хотя расстояние разное. О, матрос. Матросик, матросик. Живец. Живец вообще. Что ни на есть, прям живец. Обратно тебе. Будешь щуку ловить. Да. Есть налим, слышь, Серега. Подсак? Не надо. Мелкий. Мелкий налимчик, походу. Нормально. Опа. Жаренки. Вот, блин, доночки, ребят, работают. Не крупный налим, но он есть. Ребят, до этого, помните, плотву сейчас поймали? Смотри. Съел в садке, блин, обалдеть. Ты понял? Ага. Ребята, он в садке просто сажал плотву, которая больше его. Ну не больше его, но Ну, факт тот, что, блядь, заглотил. так он в садке, понимаешь, умудряется есть. Обалдеть. Это охренеть просто, ребята. Живца нужно, да, налиму. Живца он берет, вон. Та плотвица там здоровая была, ты же помнишь? Смотри, Да. она ему еле в рот помещается. Я даже вырвать не могу. Вытащить. Охренеть. Вот дела. Вон тут голова только. Попробуй, Серега, вырвать. Блять, что такое? Плавники отрываются. Охренеть, вот дикобраз-то, а. Вот налим, ребята, жируют. Прям в садке, блин. В общем, прошлись, ребята, ну, явно поедельно. Наши кормилицы кормят одного еще на лемяшку. Блин, мелкий, конечно, ё-моё. Грамм 400-500. Плотва, елец, пару окуней. И кинули в садок, и он еще и сожрал еще, ребят, представляете, в садке. Он, то бишь, себя чувствует там спокойно, нормально. Ну, правда, вот пару, наверное, вышли пузом кверху. Это наш сегодняшний ужин будет. Так, ну что, мы съездим, проверимся по сеточкам, что да как там у нас дела. Ну и в общем, надо будет ставить уже основные снасти. Не знаю, надо попробовать минок еще ковырять. Короче, делов, ребята, вообще уйма. Ну да ладно. Держись. Все, ребята, ехаем. Взяли ведерко. Посмотрим. Добрались до озера. Тут у нас 2 сеточки стоит. Посмотрим сейчас, что есть, нет. Все, Серега, давай назад. Туда чуть вытаскивай с травы. Пока никого не видать. О, пошла рыбка. Подлещик мелкий вроде. Вон там еще окунек. Короче, есть рыбка, ребята. Щукарик, ребята. Финочку подзалетел. Наш обед ужин.
И все, что с этим связано. В траве ходит. Сегодня ветер, неудобно немножко проверяться. Ну да ладно, что, как-нибудь. Как-нибудь, ребята. Приехали на лагерь, ребята, а у нас все в листве. Все просто в листве. Охренеть. Вот листопад пошел. Жесткий прям. Вот, ребята, смотрите, все завалило. Просто лист попер. Страшное дело. В общем, ребята, результат окунишки. Это пару щучек. И смотрите, ребят, зараза налима съела. Вон. Мелкого. Ну вот, на нарезку, я думаю, осьминог не найду. На покушать есть. Не знаю, ребят, рыба живая, не живая. Но в целом, пустим садок. Что-то, да, вон зашевелились. Пускай в садке лучше живут. А что надо, достанем. Что надо, порежем. Ну что-то на скоряк надо нам хапнуть. И поедем мы с Серегой, наверное, немножек посмотрим. Печеночку по-строгански сейчас сделаем. С лучком. Пожарим. Не, Серега, когда на природе, бич-пакетом нет. Ну, какая разница? Суп пакетированный просто. Аромат говядины. Сейчас быстро строгански сделаем. Без гарнира. И все. И будет песня. Серега сейчас посудку помоет. Туда-сюда. Я, ребята, строгано сделаю. Быстренько. Любимая наша тема. Хорошо, ножик. Что, работает? Можно работать, Серега. Лука, как говорится, много не бывает, да, Серега? Да. Я лук тоже люблю. Лук это тема. Тема. Да, просто печень пожарим, а картошку делать не будем. Да, чисто сделаем заправочку без гарнира. А что в котелке будем? Просто помыть и Помыть, посуду помыть надо, чтобы посуда была чистая. Так, ребят, частенько беру вот такой продукт, вы многие знаете. То, что вот печеночку уважаю. Штрогана. Безобразно ее нарезаю. Ой, безобразно. Нормально все нарезаешь. Безобразно. И все. В целом ничего тут выдумывать не надо. Классный, ребят, ужин, классный обед. Надо готовить, потому что без холодильника мы, ну, как бы на улице прохладно, но в целом Дело мухи не готовят. не есть хорошо. Да. Надо приготовить печенку. Сразу туда, ребята, все это. Не промываю ничего. Прям с кровушкой. То, что есть. Серега нам посуду сейчас мыть будет. Сегодня он карты проигранный, так что сегодня Ты не проиграл. он в наряде. Я отбился. Ага. Че, 3-1. Ты что, друг? Какого 3-1? 2-1, 3 раза сыграли, че? А, ну 2-1. Ну я-то выиграл, правильно? То бишь сначала Серега выиграл, потом Андрюха выиграл. Ничья. А потом говорю, давай реванш, правильно? И кто выиграл? Андрюха. Да и... Так что ты в карты проигранный, давай мою посуду, блин, а я готовлю обед. Еще что-то резервный баллон не поставили, Серега. Ладно, что. Чего? Баллон, говорю. Привезли же. А?
Сейчас будем жарить, ребята, с луком, печень с луком. Готовится быстро, вот именно, что блюдо готовится очень быстро. И мне очень нравится, очень вкусная штука получается. Соль чесночком. Еще, наверное, понадобится. Соль? Да, солюшки. Паприки немножко подзабросим. И вот что-то мясо на углях нашли, ребята. А? Соль. Ага, сейчас, секундочку. Во. Будет тема. 10 минут 15 поварилась. Самое важное в этом блюде это, ребят, сметанка. Сметанку добавляем полную баночку. И вот тогда будет пушка. Мы постоянно готовим, ребята, это блюдо. Очень вкусно, очень нравится. А мы готовим то, что нравится. И реально, это очень быстро, мне нравится. Я и зимой умудряюсь это приготовить, ребят. На льду прям классно получается, вот реально. Все, баночку кинули. Кстати, сметана, вятушка. Вятушка. Ну, кировская. Кировская. Ваша? Да. На. Ну вот, видишь, вам привозят наша, а нам привозят ваша. Все, ребята, сейчас сметанка подрастает. 5 минут и будем трапезничать. Ну, классно подходит к пюре, к макаронам. Говорю, только сейчас мы без гарнира. Мы, говорит, икру кушаем без хлеба, блин, да, Серега? Ну, там... Ну чё, наш, ребята, сегодня обед. Быстро, по-штрогански. Вот такая штука получается. Да, было, хотя бы Очень вкусно. Приготовление бахнуть в этом. Да, нормально, так пойдет. Все, садимся, Серый. Ну давай пробуй, что скажешь. А потом я этот послушаю. Че ты долго, Нет слов. че долго живешь, блин? Это просто бомба. Ништяк? Вообще класс. Она еще с соусом, хлебушком макать можно, Да. понял? Точно, хлебушка макать. Ну, гарнир, говорю, нужен к такому блюду, но можно и так сковородочками кушать. Легко. Конечно, легко. Вкусняшка. Нормал? Отлично. Ставим, чтобы больше влезло, да? Не, как-то сидеть неудобно. Стол высоко. Стул низко. Ну да. Огонь. Да. Горячительно. Ну, не помешает. Да, ничего не помешает. Я говорю, готовится очень быстро. И вкусно. Вкусно получается. Быстренько, быстренько. Хоп-хоп. Раз-два и в дамки. Да? Ну, За мясо. ну давай за мясо. За повара. Ну, повара, не повара. За повара, за повара. Давай. Давай, не прибедняйся.
Ребята, смотрите. Просто дождь. Дождь из листьев. Листья желтые над городом кружатся. Так и хочется собрать их и нажраться. О, ребята, смотрите, какая красота. Охренеть. Вот это мы попали в листопад. Сейчас яму заволокет. Серега, беда будет. Главное, чтоб Налим плевал. Ну, Налим поклевывает. Ну, блин, круто. Какой листопад. Вообще жестко. Вообще красота. Все обволакивает, ребят. Смотрите, наше место просто. Вчера тут еще чисто было. Сегодня вообще. Так, ребята, едем на деревню за миножником. Надо миножик ковырнуть. Покушали. Летим, короче. С деревни недалеко, ребята. Должна быть стоять лодка, и там миножник у знакомого. Возьмем, попробуем. Допылили до деревни, ребята. Вот местные лодочки стоят. У знакомого тут есть миножник. Сейчас возьмем и поедем. Попробуем копнуть. Ну что получится, хрен знает. Ага. Есть такое дело. Да-да-да, подвытащу сейчас. Все, ребят, приехали на обрыв. Сейчас попробуем что-то ковырнуть. Нормально, мотором держит, все хорошо. Ну, пойдем, Серега. Прогуляемся. Миног надо собирать. О, оси. Копыта, видишь? Миног надо собирать против течения, чтобы когда ковыряешь, муть уходила по течению, и, ну, чтобы видно было кочки. В общем, сейчас глянем, ребята. Найдем, не найдем на продольник. Если не найдем, сколько найдем, на донки пойдет. Сегодня же опять ни хрена не успеваем. Так, что, ребят, вот таким макаром все это делается. Цепляется кочка и на берег. О, была, ушла вроде. Близко. Ты когда достаю, руки не суй, по рукам дам. Ага. Можно будет. Так, идем дальше. Че я люблю раздеваться, ребята, что миножником так не ковырнешь, как руками. И летом прям в теплую воду. Ну сейчас, конечно, вода уже холодная. Кочка хорошая. Вода холодная, видишь, они сидят до последнего. Когда вот летом вода теплая, прям они махом вылазят. Бывает, руками ковыряешь, так она чувствуется, как поляшком бьет. Тыч-тыч-тыч. Выстреливает. О, а нет. Ну, факт в том, что вот синяя глина, вот они любят такую штуку. Ну вот, ребята, вот такого зверя ищем. И вот, чтобы течение уходило, чтобы было видно дальше. На кочку хорошую. Миножником так не особо это получается. Вон, кочка-то ни о чем. Смотрите, какая. О! В общем, сколько бодались, ни хрена. Толком. Штук десяток, да, серый? Да, десяток где-то нормально. Лягушку маленькую там наковыряли. Блин, продольник здоровый. Ну, что, будем на нарезку пробовать ставить.
на нарезку, на миножку через раз. Где-то там червей. Короче, в общем, попробуем заставить, ребят. Нет воды, во-первых, раз. Во-вторых, хожена. Кочки, которые были, достали уже, ребята. Вот здесь выковырили. А получается весь обрыв, кочки-то они вот здесь. А вода-то их не затопила. А там уже идет русло. Там песок и маленькие кочки. Ну, в общем, Серега, покажи. Вон, ребята, не знаю, видно. Вот немножко. Сколько вот мы. Ну, опять же, все, времени ограничено. Опять ни хрена не успел. Я хрен знаю, Серега. Что надо делать, чтоб нормально все получалось, блин. Ладно, едем на лагерь. Берем продольник. Берем груза. Все дела. Едем на точку расставляться. Ребятки, ну что, прибыли мы домой, так скажем. Миножек у нас ни о чем. Будем делать нарезку. Кунек, кунечек. Ну вот всякое сбели, ребята. Будем делать нарезку. Подлещик. Подлещик. Плотву съели. Вон елец. Живой, кстати, ребята. Елец живой. На живца пойдет. Ребята, палатку, смотрите, аж подзасыпало ковром. Ну да. Что тут у нас? Хорошо. В деревне летом. Так, ребят, ну что, переходим к тяжелой артиллерии. Продольничек. Все четко у нас, вот четко. Продольник, ребята. Будем поставить на всякое разное. Ну а что сделать? Нет наживки, темнеет уже опять. Вообще ничего не успеваем, блин. Что, готовим груз. Глубины сейчас небольшие. В принципе, этого достаточно будет. Так, поповочек. Мешок в итоге поднимаешь? Да, поднимаем потом. Поднимаешь? Да. Мешок обязательно поднимаем. Поповочек. Полторашка у нас будет. Ну и под сам продольник петля. Вот так вот. Серегу прокачу на своей. На пятнарике. Подзавалила, ребята, малышку мою. Ну да ладно. Нормально? На дне? На дне. Все. Что, хватило? Все четко? Все хватило. Ну все четко. Ладно, поднимаем тогда мотор. Вон, видишь, где мешок? Ага. Вижу, где мешок. Все. Да, здесь тоже течения нету, ребята. Плохо будет тащить, конечно, но постараемся как-то затащить продольничек.
У нас продольничек. Серый, на, двумя карабинами, двумя застежками цепляйся за петлю. За петлю. И дай бог, чтобы нас потащило. И мы поедем. Поедем кататься. То бишь, ребят, петелька. Петелька, ребята, у нас поводочки на поводочнице. Ну и, в общем, вся насадка. Цепляй. Ты цепляй давай за основную, а я насажу. И придерживай тоже ее, нас потому что тащит. Да. Ага. Так, ребят, ну что, вот что есть у нас по живцу, миножку, ну, губу в любом случае подрываем, так как такое существо, то что зарывается, ну и в любом случае под спиночку, под хребет, лакомство прям, не знаю, для любой рыбы. Раз, и все, серый, отправляем. Идем дальше. Отправляй. Так, ну вот, в общем, ребят, будем сейчас кормить, получается, червями. Серый, а где черви у нас? Так, ребята, в общем, поставили продольник, затянули мы 100 метров. А продольник у нас с Илюхой, это наша снасть общая. Короче, у нас 200 метров, ребят, продольника. Ну, там через каждые 7 метров крючок. В общем, там не особо много крючков, просто идет расстояние продольника. В оконцовье села батарейка, ребят, не взял ничего с собой. Закинули, короче, на нарезку, ребят, на миногу и на червя. Получилось у нас так прилично, около поворота. Ну, вернулись, прокатил Серегу на моторе. Серега говорит, блин, понравилось. 9,9, говорит, конечно, вывозит. В общем, ребят, дровишки, темнеет. Вот тут заваленная береза, сломанная. Сейчас попилим ее, сложим чурочки. Ну, в общем, мне на осень, да и в общем, как-то так. Вот есть еще поломана тоже сушина, тоже ее начекируем. И все это в костер. А вот нормальные дрова на. Ну, сухенькая, ребят, хорошая. Сейчас на черочке все это дело. Пошинкуешь, да, Серега? Давай. Быстро, ребята, осенью все это очень быстро. Ни хрена не успеваешь, блин, зараза. Вот, ребят, небольшой запас. Это мне на осень, на палатку, резерв. А вот такие 1,5-метровые, это туда, на костер. На костер 1,5-метровый, да, Серега? Большие заложим. Пускай костер будет. Видел. А? Вот все, давай костерок делаем. И нормал. Централ. Ну вот, типа того. Вот так вот. Как березы хорошо колется? А, гнилая что? Да? Ага. Затем? Гнилая, сухая. Сухая, то что, а что, гнилая еще даже? Ну так вон, видишь, белые. Сгнила и высохла. Сгнила, Серега, и высохла.
Колем все на. Ой, гриб что, не чаговик? Не, трутовик. Трудовик? Они тут у нас будут. Всю ночь чадить. Прогорят потом. Пополам, да? Да, потом пополам. Все, чайку ставим, Серега. Давай. Ставим, будем пить. Чайку ставим, будем жить. Так, ну что, ребята, вечереет уже. Блин, все очень быстро, охренеть. Встали, что-то поздоровались, приехали, уехали, съездили, проверились, покушали, вот и вечер. Дело к вечеру, дело к ужину. А значит, ребята, у нас жареный налим. Жареный налим, ребята. 2 налима пожарим. Вот этих небольших. У небольших налимчиков, которые уже не выжили. Вот, ребята, цепляем. Которые в заглоте. Ну, в общем, не выживают они. Чаечек, ребята, подспел. Чая пьем очень много. Прохладно, да и так. Жидкость надо пить, ребята. Оба. Так, ну что, вот такие налимчики, ребята. Налима, ребят, чешуить не надо. Ну, в принципе, у него есть мелкая чешуя. Ну, в общем, я как бы так протираю чисто и все. Самое основное — это печеночка. Печеночку, ребят, мы берем. Печеночку обязательно. Он не крупный налим, печень небольшая. А так, в общем, ничего тут интересного у налима нету. Простой до мозга костей. Костей нету, ребят, только хрящ. И все. Вот такие кусочки, ребята. Вот на такие кусочки пожарим. Вот сейчас хорошенько помоем рыбку. И будет огонь. Хвост целичком такого зажарим. Вон, ребята, чистое мясо. Нож, ребята, от Русберга. Енисей АС 8 нержавеечка. Шикарный рабочий ножик. Вот так вот. Ну все, кусочки наши промываем. Прям в реке, где добыли. Пленочку убираем. И в тарелочку. Серега ест головы. Жабры я удалил. Так что Сереге голов еще пожарим. А я лично голову не ем. Вот, ребята, что вот. Налимчик, грубо говоря. Ну, может двоим покушать. В одном печеночка, в втором не было. Маленькая печенка вот такая всего лишь. Пару хвостов. Ну вот. Сковородки 2 будет налима жареного. Так, ребята, ну что, добрый вечер в наш ресторан походный. Дай жидкость для мытья посуды. Держи. Будем жарить налиму, ребята, налимочку. Налима жарим просто очень. Масло можно не жалеть.
Прям так обильно сковородочку промокрить. Налимом уже посолили, перемешали. В целом все четко. Никогда, ребят, не обволакивал там в банке и как-то там вымудрял. Просто в пакет, ребят, муки с контейнера. Зато мука тут постоянно у нас сухенькая, чистенькая. И все, в общем, сразу серому голову. Возьми эту, отпрокинь туда, да и все, что ты. Нет, тут по 3 кусочка надо. По 2, по 3. Вот так, ребят, обволакиваешь, бам-бам, достаешь, и у нас, в общем, все, весь кусочек, ребят, в муке на сковородочку. Серому голова на сковородочку. Андрею Викторовичу звенушка на сковородочку. Ну и вот таким макаром, ребята. А этому волку пожарному. Волку позорному, ему петарда. Корсар 3. Красавец 4. Ну да, типа того. Вот, в общем, вот таким макаром, ребята. Вот рыбка, она таким слоем получается, ровным и везде. И лишнего нету, она не горит, рыбка. В общем, и вот такой хвостик. Прям целичком зажарим, ребята. Вот так вот. Рыбку стараюсь всегда запечатать со всех сторон. То бишь не с 2 сторон, а с 4. Рыбка называется запечатанная. Вот так вот. Жарится быстро. 15 минут, ребят, на целом. Свежая рыбка. Готова. Налим. Серега, наверное, еще не ел налима, да, Серега? А, ну у меня когда приехал. А так по сезону-то нет, не ел. Очень вкусная, ребят, рыба. Хрен знает, она на вид несураза, но, ребята, блин, это вообще. Дочь называет у меня курочка. Дочь, рыбу она у меня не ест, а доча, будешь курочку? Буду. Ну, маленькая еще. Сейчас-то, конечно, понимает, что ест. А раньше вот так обманывал. Ой, вкусно, говорит, папа, курочка. Я говорю, ну и хорошо, дочь. Отлично. Так, первая партия, ребят, готова. Рыбка жарится быстренько. Свежий налимчик. Ура! Красота. Немножко можно добавить. В принципе, обычно многие жарят на свежем масле, это все вытирают. Ну, мы все-таки на рыбалке. И у нас все это дело попроще, ребят. Пошел очередной кусочек. Очередной кусочек. Сережина голова. Андрюшкин хвост. Ну и печень. Печень, ребята, очень вкусный деликатес. Помогает мужскому здоровью. Импотенция туда-сюда. Очень много всяких вот этих микроэлементов. Так что, кто налима ест, у того все ест. Даем освещение уже. Потихоньку темнеть начинает. Ну что, Сережа? Картошечка на подходе. Налимчик готов. Картошечка тоже почти. Жареный, ребят, налим. У нас сегодня на гарнир вареная картоха. Все по красоте. Сразу это масло, ребята, протираешь. И нормально. Вот, ребят. Горячий возьми, нижнего возьми. Там в масле жарилось. Под налима-то, ребята, надо капельку-то бахнуть. Под налим это святое, блин. Ну, конечно, нифига себе. Рыбалка по налиму.
Кушаем налима. И за налима не выпить. Никодима, кормилец. Раньше в наши военные времена вот этот налим был вообще кормилец. Ну, войска вот ели, ну, жили по налиму, понял. Налим был кормилец. Так и звали, налим кормилец. Его было очень много, и рыбалка, знаешь, там тычку поставил, палку поставил, там, и он берет. И как бы люди выживали вот реально вот на налиме, как бы вот в свое время люди выжили на налиме. Его просто, я не знаю, прям перерабатывали там что. Ну, короче, давай, Давай, Сергей Витальевич, давай, Андрей Викторович. за второй вечер, за прекрасную погоду, то, что не мокрит, не дает нам мокнуть в дождевиках ходить, и, в общем, то, что сухо-сухо. Сегодня листопад, ребят, порадовал. Смотрите, как наша полянка образовалась в оранжевый цвет. Немножко так камуфляжа дали от волков. Ну, в общем, красиво все, что. Жареный налим. Будем. Прекрасная погода, прекрасная компания. Да, что еще нужно? Что еще нужно человеку? Да, для счастья. Так, братцы, ну что, разберу-ка, ребят, я вам звенышко. Просто берется позвоночник, убирается, немножко обгладывается. А это все, ребят, мясо. Это тупо мясо, белое, нежное, вкусное. Ничем не пахнет, ни болотой, ни тиной, ни там, ни какими-то там. Это Ну, уже наша пресноводная треска. Да, треска наша. Он сочный, ребята. Сочный, вкусный. А вот, ребята, печенюшка. Ну, печень. Серега, делюсь пополам. Держи, братское сердце. Ага, благодарю. И просто ее туда, внутри. Это печеная лима. Жареная. Есть небольшой привкус. Может немножко горчить во рту. Это нормально. Ну, в таком налиме печень бывает то, что вот сейчас мы и кушаем налима, только одна печень будет, понял? То бишь, и которые ребята ловят по 5-6 килограмм, они, ну, тупо жарят в сковородке 2 только печени и кушают. С луком, с маслом. Тоже делают гарнир и подводочку. Вот так, Сергей, Ну, да. Сергей Витальевич. Ну, мы что умеем, то едим пока. У нас вырос такой. Да, ну, как-то так, ребята.